наше телевидение не прекращает, скажем так, свою коронавирусную профилактику, увещевания по поводу того, что граждане все-таки должны более ответственно вести себя и так далее, ситуация, видно, не улучшается. И сегодня я задать хочу несколько вопросов, если, конечно, вы позволите, и время вам позволяет это сделать. Добрый день. Какова ситуация в ковидном госпитале? И, конечно, мы потом плавно перейдем к работе вашей бригады. Ну, на сегодняшний день в госпитале состоит 26 пациентов. Из них у нас 5 тяжелых, 7 средней степени тяжести и 14 пациентов в относительно удовлетворительном состоянии. Именно в которые в тяжелом состоянии они находятся уже вторую неделю. Пациенты, есть которые чуть позже поступили, но в основном около 10 дней они уже находятся здесь. Можно говорить о том, что они стабильно тяжелые, да? Но эти пациенты требуют ежеминутного мониторинга. Необходима оценка таких параметров, как артериальное давление, пульс, температура, сатурация. То есть, получается, врач-реаниматолог должен находиться все время около них? Практически все время он наблюдает за ними. Можно сказать, вот в вашей бригаде кто врач-реаниматолог? В нашей бригаде 3 врачей. Один из них реаниматолог, это Кубалия Ренель из Варчельской центральной больницы. Второй врач у нас Мыр Давид, это уролог из республиканской больницы. И Вы гастроэнтеролог, насколько да, я знаю. Хорошо, скажите, а как физически вы выдерживаете, прежде всего реаниматолог, такой график работы, особенно вот как раз-таки наблюдение за тяжелыми пациентами? Наш рабочий день начинается с раннего утра и длится на протяжении суток. Реаниматолог периодически выходит на отдых, практически целыми днями он находится с тяжелыми больными. Вот ваша смена, она заступила за работу в госпитале сколько дней назад? Наша бригада заступила на смену 21 августа в госпиталь. Мы приехали сюда на неделю. И каждая бригада отрабатывает по неделе, да? Да, по неделе отрабатывает. У нас тут 5 медсестер, еще 2 санитарки из Гагринской больницы. Физически и, наверное, психологически, насколько это трудно выдержать? А вот больше, скажем, не неделя, 10 дней, 15 дней, это вообще можно выдержать? Я думаю, что в таких тяжелых условиях работы находиться с раннего утра в спецодежде, это очень сложно, поэтому я думаю, более недели тут невозможно находиться, тут должны сменяться бригады. Кстати, ваши пациенты госпиталя очень много рассказывают, пишут нам, посылают нам голосовые сообщения, говорят о том, насколько вам тяжело, и они очень хотят, чтобы люди, которые еще не заболели, сделали все для того, чтобы не заболеть, чтобы не перегружать больницы, чтобы не перегружать, не усиливать нагрузку на врачей. Расскажите вообще о медперсонале, потому что помимо врачей там у вас работают еще медсестры и часто очень много рассказывают про их тяжелый труд тоже. Да, у них действительно тяжелый труд, они могут зайти с утра на утренние процедуры, задержаться до 3-4 часов, они параллельно капают большое количество пациентов, это вот у нас на 2 этажах располагаются пациенты, то есть 2 медсестры должны обслужить, допустим, наверху 15 человек, это одновременно они получают по несколько капельниц, то есть это занимает достаточно много времени, и поэтому это тяжело находиться в этой одежде, и приходится тяжело, и иногда даже бывают обмороки, в общем. Вот скажите, сколько медсестер в вашей бригаде работает? У нас работает 5 медсестер. Вот их хватает вот на 26 человек, из них еще 5 тяжелых пациентов. Значит, если медсестры опытные, обученные, то этого достаточно. Но желательно, чтобы сюда приезжали опытные медсестры, которые не боятся, во-первых, и тогда это будет все налажено, работа, и я думаю, что будет меньше проблем. Я часто слышу о том, что многие медики не соглашаются работать в госпитале. Это прежде всего связано с состоянием их здоровья? На это много причин на самом деле.
и в том числе здоровье тоже, и там возрастной ценз тоже имеет значение. Ну, А вот вы лично первый раз приехали работать в госпиталь или уже есть опыт работы в этом госпитале? у меня лично уже есть опыт работы в этом госпитале, я уже 3-й раз приезжаю сюда. Скажите, вас обязали поехать работать уже в 3-й раз или вы сами захотели? Ну, знаете как, нас никто не обязывает, нам предлагают, у нас графики, когда составляются, нам говорят, что вот нужны врачи, нужна помощь и нужно ехать. И вот пока у нас никто никого не заставляет, у нас по желанию, то есть по собственному желанию я приехала сюда. Скажите, о себе, конечно, вы не будете говорить, понятно, но о своих коллегах можете все равно, в общем-то, рассказать. Скажите, все же в их действиях, в действиях врачей, которые приезжают в этот госпиталь и в таких непомерно тяжелых условиях работают, чего больше, альтруизма или профессионального долга? Я думаю, что профессионального долга больше. Именно вот с теми людьми, которые я работаю, я вижу, что тут больше профессиональный долг. Дежурный реаниматолог, он уже не первый раз сюда приезжает, а медсестра впервые, вот именно, которая сейчас работает, они впервые, и то есть они не сталкивались с такой работой. Кстати, кто пациенты наблюдает за тем, что происходит с врачом-реаниматологом, как ему очень тяжело и как он устает, как все непросто ему это выдержать и так далее. Они ужасно за него переживают, но понимаете, может быть, одного профессионального долга даже недостаточно, осознания этого долга для того, чтобы в который раз он возвращается и делает эту тяжелейшую работу. Наверное, еще человеческие качества какие-то, может быть, альтруизм, о котором я говорила, когда человек готов где-то пожертвовать, может быть, своими нервами, здоровьем, своей энергией, временем и так далее, и в значительной мере рискует. Однозначно, да, потому что на самом деле это не каждый может на это пойти, это заслуживает большого уважения. И я думаю, что это пациенты видят и с благодарностью на это смотрят. И будем надеяться, что это побыстрее все уже закончится. Многие наши граждане, которые не перестают, кстати говоря, играть свадьбы, проводит всякие массовые мероприятия, кстати, которые и не обязательны были бы совершенно в этой ситуации, они, скорее всего, не осознают, насколько это все серьезно и насколько нашим врачам приходится тяжело. Что можно сказать, в общем-то, этим людям, которые не понимают, в какой ситуации они сами могут оказаться, и из-за их безответственности могут оказаться и врачи, и в целом медперсонал, и вообще в целом, наверное, жители нашей страны, очень многие люди, у которых есть хронические недуги, тяжелые заболевания, которые очень рискуют заболеть, очень боятся и так далее. Но дело в том, что общая атмосфера не позволяет им сохранить свое здоровье и не заболеть коронавирусом. Нам бы хотелось призвать наш народ к соблюдению элементарных мер предосторожности, соблюдать гигиену, не посещать массовые мероприятия. А в случае появления жалоб, как кашель, общая слабость, температура, обращаться в поликлинику по месту жительства и до подтверждения или опровержения диагноза по возможности исключить контакты с людьми. Это очень важно, чтобы не было распространения этой инфекции, потому что у нас действительно существуют трудности с кадровыми обеспечениями, врачами, медсестрами, санитарками. То есть эта проблема существует, поэтому мы должны все осознанно на это посмотреть. Что еще нужно для того, чтобы как-то облегчить, ситуацию в госпитале и работу медперсонала? Чего же не хватает все-таки в этой организации? На данный момент существует только проблема с кадровым обеспечением, потому что с медикаментами тут проблем нет. То есть тут все, что нужно, есть. Проблем с этим нет, но с кадрами есть большая проблема, поэтому нужно как-то этот вопрос решать. После госпиталя вы можете нормально, как все остальные люди, скажем так, коммуницировать со своими близкими?
после того, как мы уйдем отсюда, мы должны уйти все на самоизоляцию. Мы не должны контактировать ни с кем. На 13-й сутки самоизоляции мы проходим анализ ПЦР-диагностику на COVID-19, и после этого можем возвращаться к обычной своей жизни. Но первый раз, когда я была, когда вот открылся этот госпиталь, тогда еще не было пациента. Вот второй раз уже были пациенты, тогда я уходила на самоизоляцию, и сейчас. Скажите, вот к такому графику, режиму можно привыкнуть? Вообще можно привыкнуть к работе в госпитале вот в таких условиях? Привыкнуть, я думаю, что можно, но это тяжело, конечно, но можно привыкнуть. Но человеческие ресурсы тоже имеют свои определенные возможности, поэтому больше недели тут находиться нельзя. Должны сменяться бригады, иначе человек просто не сможет приносить пользу. А был период, когда начиналась пандемия, мы знаем, у людей был страх, у людей был стресс, и возможно, что многие умерли не от самого коронавируса, а умерли от страха, который они испытали, да? Вот скажите, как наши пациенты ведут себя, вот как складываются отношения с ними в госпитале? Пациенты абсолютно себя адекватно ведут, то есть они понимают ситуацию. То есть они идут с нами на контакт, помогают нам, сотрудничают с нами. То есть у нас, в принципе, проблем с ними нет. Бывают и разные нюансы, конечно, но в общем у нас идет конструктивный диалог. И вот к чему можно, в общем-то, еще раз призвать наших граждан? Соблюдать меры предосторожности обязательно. То есть мытье рук, как бы часто об этом не говорилось, соблюдать дистанцию, не посещать массовые мероприятия, здоровый образ жизни вести. Только так, минимально исключить общение. Пока вот временно хотя бы нужно это делать, потому что если у нас будут массовые поступления, будет сложно, конечно. Чтобы не допускать до этого, зачем это все трудности проходить, когда можно элементарно соблюдать меры предосторожности, и это все можно избежать. Я видела фотографию пациентки вашей, которая лежит на животе, да, и мы же понимаем, как трудно долго лежать таким образом. Скажите, а этот пациент, что она подключена к ИВЛ, к аппарату, или что, и сколько времени это должно продолжаться, сколько человек может выдержать в такой позиции находиться? Мы их кладем на живот для улучшения вентиляции легких, чтобы в дальнейшем у пациента не образовывался фиброз легких, и застоя легких, чтобы не было, для этого это делается. Они находятся у нас по минут 30 находятся, потом они поворачиваются, потом опять чередуют. В общем, до 30 минут они у нас находятся в таком положении, то есть не соглашаются на это. В общем, это идет только им на пользу. И быстрее идет выздоровление. Самому пожилому пациенту в вашем госпитале сколько лет и самому молодому? Самому пожилому пациенту 78 лет, а самой молодой пациентке 22 года. И как они переносят эту болезнь? Именно который пожилой пациент, вот он у нас в тяжелом состоянии, а девочка 22 лет, состояние относительно удовлетворительно, она переносит более или менее нормально, есть небольшой страх, конечно, присутствует, но в общем она у нас идет на поправку. Коллеги мои все на позитиве, не теряют дух, стараются держать себя достойно, все, что нужно, как собираются, когда в экстремальных ситуациях собираются, и все четко, адекватно делается. Хотелось бы вам сказать очень большое спасибо и своим коллегам передавайте нашу благодарность. В нашем коллективе тоже есть люди, которые заболели коронавирусом, и практически очень многие из-за этого вынуждены были уйти на карантин, и мы просто делаем все для того, чтобы деятельность телевидения, вы понимаете, государственного канала не была парализована, но нам даже сегодня приходится не очень легко. Мы как подвиг расцениваем вот то, что сейчас делают наши врачи в ковидном центре, в госпитале. И я думаю, что нужна поддержка и гражданского общества, и власти, всемирная помощь и поддержка, и понимание. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.